Сырость в квартирах, ужасный запах в подъезде. С такой жалобой в нашу редакцию обратились жители дома номер 26 по улице Лесотехникума. По их словам, трубы в подвале многоэтажного дома прохудились и периодически возникают протечки. Накануне вновь произошел прорыв, уже более серьезный. Долго ли жильцам сидеть на сухом пайке и когда будет окончательно решена проблема? Ответы искал Руслан Батыргареев. Вот сама только делала вот это вот, чтобы не провалился. Кусок фанеры – это временная мера. Как смогла, так и закрыла сгнившие полы, говорит Альмира Аминева. Мужчины в доме нет, поэтому до капитального ремонта руки не доходят. Да и смысла женщина не видит, когда из подвала постоянно поднимается влага. Вода идет у нас с подвала, постоянно горячая вода. И засор бывает, наверное, или что там не чистит, или что. Там, правда, сколько времени уже я обращалась. Никому дела нет. Этот дом был построен более 40 лет назад. За весь период эксплуатации, по словам жильцов, здесь лишь однажды меняли трубы водоснабжения. И то только стояки. В подвалах до сих пор все родное. Латают в одном месте, протекает в другом. Местная обслуживающая организация пытается решить проблему. Но в этот раз, как и 2 месяца назад, прорвало уже транзитную трубу, которая к ЖЭО не относится. Транзитные трубы, которые проходят в домах, непосредственно обслуживают водоканал. Проблемы, как я понимаю, что в старых домах, в новых домах уже непосредственно устанавливаются задвижки. При аварийных ситуациях они сразу отключаются. После того, как подвал многоэтажного дома превратился чуть ли не в болото, подачу воды приостановили. На место приехала аварийная бригада Уфа-водоканала. Заплатка будет? Ну, скорее всего, потому что здесь, если трубу менять, это надолго. На данном участке водопровода производятся восстановительные работы. Водоснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки. Утечку в подвале дома номер 26 по улице Лесотехникума устранили. Но надолго ли? Таких проблемных домов с изношенными сетями водоснабжения в Уфе немало, говорят представители ресурсоснабжающей организации. Замена труб производится согласно плану капитального ремонта, который составляется на год вперед. Попадет ли в этот заветный список многоэтажка на Лесотехникума в следующем году, пока неизвестно. Руслан Батыргареев и Азамат Мухамедшин. Новости. Уфа.